У осетин проблемы нет. Осетины, иронцы, дегорцы, то есть говорящие по-иронски, я сейчас не буду говорить диалект говор, по-иронски, по-дегорски, по-кударски, по-чесански, по-куртатински и так далее, все чувствуют, ощущают себя одним народом. Соответственно, на каких бы разновидностях своего языка не говорили, этот язык един. Это единый национальный осетинский язык, у которого есть два диалекта. Иронский и дегорский, которые возникли, по моим представлениям, вот за последние 300-400 лет расхождения. Кударский, да, теперь разница между говором и диалектом. Она тоже простая. Она в названии, в русском названии говор. Говор. То есть, если разница между языковыми формами охватывает все или большинство аспектов языка, то есть произношение, лексику, грамматику, то это диалектные различия. Именно поэтому дегорский – это не говор иронского, потому что фонетика разная, в иронском даже есть звуки, которых нет в дегорском. Это разная грамматика. Даже падежи разные. Количество одинаковое, но падежи разные. В дегорском, например, нет союзного падежа. Има, да? Там, лагима, наадима. То есть с кем. В дегорском нет там выражения только там, маадихатца там, и так далее. В иронском, наоборот, нет, как в дегорском, местно-внутреннего падежа там, и так далее. Разные формы, разный синтаксис. В иронском невозможно сказать баям барштон. То есть вот я, его нельзя вклинить в глагол, да, баам барштоной. А по-дегорски это наоборот, только практически так и говорят. То есть вот эти энклитики, инклитики, то есть местоимение вставляется между приставкой и корнем файтоной или файростон. Я его услышал. Фай, вот здесь я, это то, что по-иронски будет фекуштоной. Ай убралась. Нет, она вставилась внутрь. Вставилась. То есть разный синтаксис, разное словообразование. По подсчетам Василия Ивановича Абаева 2000 слов. По подсчетам Магомета Измайловича Исаева 2500 слов, совершенно не пересекающихся в иронском и дегорском. То есть вообще, не повторяю, нет. Есть огромное число слов, которые просто по-разному произносятся, да? Но вот слова типа бандон, кела, да? Значит, рузинг, каразга, то есть совершенно не пересекающихся, вот таких от 2 до 2500 слов. Это огромное число слов. Поэтому это диалекты, потому что различия затрагивают все стороны языка. Если две разновидности одного и того же языка отличаются главным образом или практически только разным произношением одних и тех же слов, и отличия практически не затрагивают лексику или минимально затрагивают лексику, грамматику, то есть это разница только в том, как говорить, да? Как говорится, как произносится, то это говор. Значит, на юге Осетии на самом деле существует 3 говора. Обычно всех южан называют кударцы. Это неправильно. На юге их большинство, да. Это выходцы из Кударского ущелья, Джавского вот район, вот Джавский район и так далее. Но на самом деле на границе между Северной и Южной Осетией, там, где находится селение Рук, вот окружающее, нет, это по эту сторону. Это вот Мамисон, Зарамак, Тип и так далее, Заха, это вот туальцы, но это северные туальцы. А там носители рукского говора.
Вот, скажем, кобинцы и так далее, вот эта вот вся гряда, они говорят приблизительно, он очень похож на североиронский говор. Но есть еще носители другого говора, то есть кудараджавский один, другой русский и чесанский, или ксанский. Это цокающий-дзокающий. Вот они очень сильно похожи, говорят так же, как туальцы. Цаман, дзабах, дзурыс и так далее. Но ни чесанский, ни русский не претендуют на диалектную роль. А кударский, да, претендуют. И причем еще с начала 20 века были такие попытки. Есть небольшие, чуть-чуть, особенности в грамматике. Например, в образовании будущего времени. Например, аш саузан. Вот они могут опустить легко вот слог саузенан, да? Аш саузан. Аз саузан. Причем у кударского даже две разновидности. Чокающее, джокающее. Одни кударцы. Это более старая форма. Его сохранили скорее выселенцы из Южной Осетии в Грузию. Чаман, джабах, джабидр. И, собственно, кударская нынешняя, это шокающее-жокающее. Шаман, жабах. В лексике, да, есть определенное различие между североиронскими говорами и кудараджавским говором, связанное с тем, что в кудараджавском есть несколько, может быть, даже сотен слов, заимствованных из грузинского языка. Но и все. Остальное различие это только в том, что там, где северный иронец говорит говорит ш. В общем, северяне сокают и шокают, поэтому говор называется сокающий-шокающий. Саман, там, где пишется русское ц, северяне говорят с. Там, где пишется русское с, северяне говорят ш. Южане произносят или так, как написано, тогда это чесанец. Цаман, дзуран, дзабах. Или вместо ц он произносит ш. И тогда получается не саман, а шаман. Вместо, какие я еще примеры приводил? Ну, в общем, вот и есть вся разница. Разница в произношении. Поэтому кударский является так же, как и чесанский, так же, как и русский, говором иронского диалекта. Даже где С бывает Ч. А я только что сказал, что более старая разновидность это чокающее-джокающее. Не шокающее-жокающее, а чокающее-джокающее. Почему на юге говорят сонбон, а мы говорим райшон? Это сон. Значит, есть какие-то вещи, которые отмечены целым рядом лингвистов, которые требуют еще своего исторического объяснения. Именно исторического. Не с точки зрения истории языка, а с точки зрения истории народа. Есть целый ряд так называемых сепаратных изоглос, то есть схождений в дигорском и в кударском, которых нет в иронском, в североиронском. То есть есть целый ряд и слов, и фонетических явлений. Дело в том, что, например, вот я всегда, когда приезжаю на Кирова, значит, напротив фонтана, там есть магазин, где аптека, я все пытаюсь понять, хозяин этого магазина, он кударец или дигорец? Потому что название Навак Растак. Дело в том, что хозяином не может быть северный иронец, потому что это было бы Ног Раштак. В иронском вот этот трифтонг ауа стянулся в о. Поэтому дигорское рават это род, раваг это рог, наваг ног. То есть абсолютно закономерно. А в южных говорах, особенно в названиях,
до сих пор сохраняется навак или равак. И в языке еще часто может встречаться вот эта нестяженная в о форма. Навак. То есть в фонетике, как видите, даже исхождения сепаратные между дигорским и южноосетинским. А между Илонским и Дигорским такое есть? Между Ионским и Дигорским, да. Что было между схождением между и чего бы не было в Кударском. Значит, нет, вот это сложнее. Название нашей столицы, на мой взгляд, пишется неправильно. Да. Значит, как пишется? За, в, да? Джекхау. Значит, хау отделяем. От какого имени происходит? Завак. Значит, как должно писаться? Значит, должно писаться Заваджи Хау. Разве это не очевидно? А Кавказ? Нет, подождите, вы меня совсем далеко утянете. Если это село Завага, а это именно так и означает Заваджи Хау, да? Да. То имя Завак это то, что сохраняется, например, в слове Ражзог, да? Но уже в измененной форме. Ражзог. То есть Савак, Завак и Хадок, идущий. Это Ражзог, то есть лидер, там, впереди идущий и так далее. Зог. Или Завак, старая форма, до стяжения. Значит, имя Завак, безусловно, вот имеет вот это значение и вот эту форму с еще старой до трансформационной формы ауа. Значит, Заваджакау. Вот на самом деле должна быть правильное написание. Ну, это неудивительно. У нас название вообще, так сказать, дикая история. Я всегда в качестве примера того, как быстро можно забыть вообще то, что происходило вот буквально на глазах, как народ целый может это забыть. В качестве примера всегда привожу название главного города Дигорского района. По-русски он называется Дигара, да? А по-астински как называется? Дигора. Нет, Вот вот как произносят дикторы нашего республиканского телевидения название этого города. Как по-русски? Дигара. Дигара и Вайгом, Кот, Той там и так далее, да? Сами жители Дигары, как называют свою? То же самое. Дигара. 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 А что такое Дигара? С русского взяли. Что такое Дигара? Ничего. По-французски гора. Нет, а все очень просто. Вот как быстро народ может забыть собственную историю. Село называлось Христиановское. Киристон. Христиановское. Потом советская власть. И Магометановское переименовали в Чекалу, а Христиановское переименовали в Дигору. В названии, поскольку это выселенцы, кстати, поздние выселенцы из Дигорского ущелья, жившие до этого времени без проблем, так сказать, с названием в своем родном христиановском или на родном значит, диалекте киристонгове, их поставили перед проблемой политическая власть. Надо переименовать, какие христиановское. И вот они судили, рядили, как же переименовать во что свое тогда еще село. Порешили, поскольку мы все дигорцы выселились из Дигорского ущелья, то давайте назовем Дигор. Вот есть Ира, да, то есть по-дигорски Иристон, то есть та часть, где проживают иронцы, называется Ира. А давайте мы назовем наше село Дигора. Понятно, да? То есть вот это объяснение, почему это называлось Дигора. Потом название начали писать по-русски. Естественно, в русском языке нет «а». И начали писать Дигора с обычным «а» на конце. Дальше вступили в силу и в действие правила русского языка. А в русском языке безударное «о», Дигора, да, «о» же там не ударное,
стало читаться как? В слове корова, где пишется корова, а произносится корова. И слово дигора по правилам русского языка стало произноситься как дигора. И в русском тексте это нормально. В городе Дигора открылся там детский сад. Но дальше больше. Бумерангом это ударило обратно в осетинский язык. И уже по-дигорски стали произносить, то есть русская Дигора вернулась обратно в осетинский язык, вытеснила Дигора и стала родным дигорским словом теперь. Таким образом, правильно на самом деле по-осетински говорить камецарис, дигорицаром. Дигоргом это в Дигории, в Дигорском ущелье, а Дигори это в Дигоригове царом, Дигоригове. Значит, соответственно, название Дигоры по-иронски, по-дигорски должно быть Дигора, так как она изначально и была. В Раштинаде еще в 60-е годы Дигора писали Дигуры, по-моему, это логично. Правильно, потому что это и было изначально его название. По-дигорски тоже логично, Дигори ровно. Дигорихов, я сейчас только употребил это название, да.